Я не пойму, вот как потом, ребят, верить прогнозу. Как верить прогнозу вообще? У меня было по прогнозу где-то в обед начинается дождь, там 2 капли. И то там как бы непонятно. А тут просто ливень, блин, херачит. И уже всю ночь. Просто херачит всю ночь. Ребят, вы не поверите, но это просто жесть. Это даже не жесть, а просто жесть, наверное, кривая такая ржавая жесть. Короче, встал, ребят, лодки нету, представляете? Я в шоке. Я еще такой спал, еще думал такие варианты. Думал, лодку хорошо же затянуть. Нет. Блин, думаю, да там ветер сильно не попадает. Стою, лодки нету. Прошел метров 500, сколько мог увидеть. Дальше там пойма не видно. Лодки нет. Ё-моё, вот этот, блядь, попал. Вот и осень, уже полноценная осень, ребят, уже прохладно. Неделю назад еще ходил, еще так еле-еле желтенькие листья были, а уже, смотрите, ребят, просто какая красота. Иду вот в эти прелести. Очередная рыбалка на налима, ребят. Ну, само собой налим. Поднимаемся в тайгу сегодня в одного. Набрал шпурдячка, ребят, все как обычно. Но сегодня у меня еще налимно-промысловая рыбалка будет, потому что там есть небольшое озеро у нас. Вода пошла на подъем, и можно добраться на лодке прям в озеро зайти. Ну и бросим пару сеток. Посмотрим, может, что на сеточку стрельнет. Так что в целом такая рыбалка, ребят, будет. Все, поднимаемся, осталось немножко. Сейчас определимся с местом. В прошлые разы хорошо нашел там налима в этом углу. Попробуем в этом углу где-то порыбачить. Все, ребят, время 3 час. Идем, погода пасмурная, были дожди. Ну вот, выиграл времечко вот сегодня. И завтра утро дождя как будто не обещается. Ночь тоже сухая, ну холодная, около 3 градусов. Так что я на флисе поменял забродники на Эва. Будем, ребят, не замерзать, так скажем. Взял пилу, короче, не замерзнем. Все, ребят, на хода, погнали. В принципе, я добрался, вот все мне интересно, вот эти склоны, вот эта галька. Прям вообще, прям так держит она меня. Но я знаю, что здесь мелко. Значит, начал я вот, ребят, вот на той косе, когда была хорошая раздача вечером. Ну, прям вот мне интересно, вот что здесь. Здесь вот конкретно галечник. Да, здесь хорошее течение, потому что река поворот делает, там затишок. А здесь прям вот, не знаю, течение, конечно, мощное, плюс подъем воды, очень много грязи. Не знаю, я вот сейчас хочу посмотреть, вообще получится здесь раскидать какие-то донки, нет. А так в целом очень нравится, очень классно, шикарно. Есть вот береза заваленная, можно прям ее распилить на дровишке, потому что подъем очень большой. Ну, в лес, в тайгу не зайдешь там за дровами, а здесь он можно прям на углу напилить.
Сейчас буду думать, ребят, не знаю. Ну, в прошлый раз я вот ночевал вот там. Вот мой балан лежит, все как надо. Да, водичка, вижу, упала немножко, да. Блин, ну сейчас будем думать, ребят. Ну, место, смотрите, какое пиковое вообще. Камни. Шикарные просто места. Какие-то дрова даже есть. Ну, тут люди вот по лету фидером сидели. Скамейку, смотрите, сделали. Шикарно. Бля, ну мелко здесь, мелковато. Ну, плюс течение большое, блин. Вот вижу, что даже отсюда здесь мелко очень. Не знаю, ну место классно, но тут максимум до 3 донок вообще. Блин, конечно, охота было попробовать. Ладно, посмотрим. Ребят, что-то вообще никак там, блин. Ну там 3 донки максимум, потом там завал вот этот, мелко. Блин, придется сюда, что ли? Обратно вставать. Придется здесь. Ладно, что? Вариантов мало. Здесь тогда и забазируемся. Да. Я вам, ребят, скажу, вода вообще хорошенько упала. Вот этих коряк вообще не помню. Вода была вот здесь, получается. Значит, в принципе, можно и попробовать. Вот опять бобер ходил. Старый воин. Да, ребят, прям вот охота, конечно, туда, но, блин, очень вода упала, блин. С тем разом, когда я вот здесь ночевал, я там смотрел, мне так понравилось. Оказывается, вода упала. 1,5 метра видно дно. Это, ну, это несерьезно. Плюс течение там. Короче, нет. Давайте здесь мы попробуем отловиться еще раз, я думаю. А туда уже заплывем подальше. Попробуем заплыть и поставим пару сеток. Такая у нас сегодня будет проверка, разведка. Ну, кто-то здесь спускался, вот следы. Видно, кто-то вот сигареты выкинул, пачку. Кто-то прям ходил, вот я не знаю, что делал. Зашел, вышел на лодке, наверное. Ничего не видать. Все замыло дождем, песка. Вот от баллона что осталось. Надо искать дрова. Так, ребят, расклад такой. Я, наверное, костер сделал не на том месте, вот где вот я делал. Потому что неудобно там было сидеть. Склон вот этот. Вот сделал вот здесь где-то вот прям под обрывом. Лагерь где-то здесь сделал, потому что более полого здесь. А донышками вот здесь вот так питанем. Далеко туда не буду расставлять. Максимум получается. Вот до туда. Здесь просто почистим. Попробуем вот здесь достать. Вода упала, сейчас будет дистанция другая, я думаю, нормально. И час чайку, наверное, скипятим быстренько. И пойдем попробуем пройти в болото, вот это в озеро. Поставим там пару сеток. И уже пускай до завтра стоят они. Может, какая рыбка попадет. Карась, окунь, щучка, не знаю. На выходных у меня родственники приезжают. Дела у нас тут семейные. И рыбку надо на стол свежую. Может, попадется что. Ладно, что, давайте костерок быстро, дровишки и так далее. Баланы заберем наши. Ух, как я его пер, ребят, помните, да? С оттуда с чаще. В одного, блин, 5 метров, наверное, балан был. О, здесь вообще классно. Здесь и присесть можно, и если что, вот так спокойно, уютненько. Сейчас в лес зайдем. Я с пилой сегодня. Если что, попилим. Найдем что-нибудь. Все-таки ночи холодные. Не на горбу несешь, так скажем. Взял пилу сегодня с собой. Ну, да.
Прошлые мои дрова, оставшиеся, не пригодились. А вот здесь сушинка. Чербачки можно попилить. Здоровые, правда, блин. Шиповника столько. Смотрите, ребят. Вообще море. Сейчас что-нибудь найдем. Доску нашел. То ли примыло ее, то ли что. Хорошая штука. Что-нибудь можно сделать будет. Ну вот этот подшинкуем сейчас. На маленький перетаскаем, наколем, что нам хватит. Что, раскрежевал. Отлично. Сейчас потихоньку перетаскаем. С этими переездами вот у меня крышка сломалась, блин. Постоянно ее надо поправлять потом. Блин, гвоздей нету, можно было лавочку смастерить. Да, в принципе, у меня есть стульчик. Все равно спалят. Народ у нас такой, блин. Делаешь, стараешься. А чё, ночью замерзли, взяли лавку, спалили. Лень же так по кущам лазить, дрова собирать. Так. Червячков, ребят, набрал. Полбанки вот этой, представляете? Это у нас сколько? Больше литра. Литр 200 вроде. Кстати, от майонеза. Классная штука. Она, кстати, вот такая штука еще на прикормку подходит. Сладкие, если рыбачить. Дырки наделал вот с грузом. Тоже можно использовать. Так, топорик. Сейчас быстро. Время, чтобы сеточки еще поставить. Вот там быстро. Две небольших по 15 метров. Костерок сейчас быстро сделаем. Ну, с пилой-то поприятнее будет. Напилил. Все. Красота. Смолячок тем более. Дрова просто шикарные. Ну вот что не дрова. Вообще бомба. Опа. Ну все, лагерь готов. В принципе, самое основное — это костер. Осенью. О, сейчас махом, ребят, просто. На песках, ребят, можно вот использовать рогатульки. Вот так вырубил
И уже можно подвешивать. Так, у меня здесь доночки. Все. Прикупил червячков, точнее крючков. Стульчик здесь. Что из нового, я имею в виду, к осени набрал всяко разно светлячков с запасом, чтобы было бубенчиков, крючков новых подразлетались у меня. Так, сразу достанем полотенышко, оно нам нужно. Взял, ребят, вот такой себе топорик. Это я привозил себе в магазин от следопыта. Вот не реклама никакая, просто взял себе, потому что иной раз, ну прям нужно подрубить что-то. Вот те же рогатульки. Это я благо вот хожу с этим топором, потому что костер нужен. А так в рюкзачке, чтобы что-то было, подрубить там, я не знаю, ту же рыбку, мяско. Или вот те же рогатульки пошел, ну допустим нож, чтобы не использовать. Что он весит? Немножко. Плюс можно его на кобуру подвешивать. Ну, взял вот так, ребят, чтобы в рюкзачке он, как НЗ, он у меня был. Полотенышко с собой. Какой-то раз я говорил, то, что вот у меня 2 закидушки. Взял себе, ребят, я еще одну. Крокодил. Эти 1,80 м. Вот этот, правда, 2,10 м. Новый. Еще воды не нюхал. Поставил катушку с байтранчиком, ребят. Все. Байтранчик работает. Отлично. Это от Петра. Помните, да, ребят, приходили. Вот катушки. Мощные, хорошие катушки. Ну, для таких закидушек, что ни на есть, будет классно. Поставил такое же грузило. Кстати, вот спрашивали. Да, ребята, вот так она цепляется. Но еще можно открутить его полностью. Так что сейчас уже, ребят, 3 закидушечки у меня. Я не знаю, остановимся, наверное, на 5. Ну, денежка позволяет, взял палочку. Правда, 2,10. Специально взял 2,10, потому что 1,80 м. Вот бывает, трава тут раз была, налима, вот плохо было поднимать. А вот как раз чуть-чуть бы длиннее, можно было как на удочку его вытащить. Или вот, допустим, вот там в завале подзакинуть. Они вот как бы нужны в ассортименте вместе с этими донками. Так что потратился немножко, прикупился. Отлично. Рюкзак можно подвесить. Пускай висит. Опа. Все, вот так он будет висеть. Ну вот, 2 минутки и что, закипело у нас все дело. Опачки. Все, отлично. Сейчас чайку попьем, чтобы веселее было. Блин, замерз просто, когда поднимался. Прохладно. Ну все, уже осень, матушка. Вторая лодка приходит троллингом, и что-то ребята говорит, вообще не можем поймать. Вроде и вода хорошая. Нифига, говорит, интересного. Ну что, ребят, давайте за рыбалку. Попробуем отловиться сегодня здесь еще раз. Посмотрим. Ну и посмотрим. Может, сеточки что-то дадут. Рыбки. Давайте будем. Ну что, у нас времечко 4 часа. Давайте сгоняем. Пару сеток бросим быстренько. Как раз время есть. Часик свободного. Чайку попил, согрелся. Ну вот здесь такая заводь. Вот здесь так кину. Нормально будет. Палки уже есть. Вон здесь к ним прям и привяжусь. Пару сеточек у меня. Здесь, наверное, 35-ка у меня. Около 40. Буду ставить на моторе в одного. Привяжемся. И мотором буду потихоньку идти и ставить. Вот так вот.
Ну вот. Одну поставили. Вот так Вот, еще ребят, одну. одну вот так поставил, одну вот так поставил. Вот чуть-чуть залило здесь, а озеро получается вот здесь. Вот я прошел, в принципе, нормально здесь в него. Ну да, по траве немножко побарахтался, 2 раза замотало. Посмотрим, пускай стоят, все. Может, что, какой карась попадется, и то будет весело. Ладно, все, едем на базу, занимаемся донками. Ну что, ребят, все, управился быстренько, нормально, все скатался, поставил 2. Да, лодка большая, стоишь, заднюю включил, потом сразу нейтраль, поднял, расставил, опять и вот таким макаром расставился. Все, пускай стоят, уже до завтра, до утра уже. Ну а сейчас налим, ребята. Ох, красиво-то как, смотрите, родные. Золотая осень, четко, погода шикарная. Но ночью холодно, как раз на налима. Так, у нас по времени уже 4:30. Прошлый раз у нас уже в 5 часов поклевка была. Рогатульки есть, рубить не надо. Так что можно уже потихоньку начинать расстановочку. Отлично. Так. Ну, много не будем ставить, потому что тот раз я там доставал. Ну, правда, достал парочку, наверное, штучки 3, наверное. Ну, на яме здесь получше было. Сейчас возьмем колокольчиков. Донок 5, наверное, здесь поставим. Больше не будем. И 3 закидушки у нас как раз. Ну, смысла нету, проверка уже показала. Там одни коряги, зацепы. Так что я не вижу смысла. А здесь вот начнем по ямке. Выход вот хорошо надо сделать, потому что вот поклевки прямо здесь вот четко били. Так, ну что. Все вроде готово. Первое. Погнали. Ну, вроде отлично. Все, упало. Тут так крутит. Сильно крутит. Тут на удочку можно порыбачить, наверное. Потому что здесь всплески тогда вечером были. Под утро тут. Не знаю, что, окунь. Подъязок вроде плескался. На удочку бы здесь посидеть. Классно бы было. Ну что, ребят, я вот с донками закончил. Ну, 5 штучек, не знаю, не вижу больше смысла растягивать. Закидушки те уже поставлю на дальняк. Потому что, ну, длинные донки все равно и тяжело закидывать, и разматывать, и заматывать. А с мотовил-то это все быстро будет происходить. Вот тот дальняк я сделаю все равно. Буду ложить где-то на середину. А здесь пускай вот этот пятачок постоит. 25 метров, 20. Это у меня 15. Идти в районе 12 метров у меня стоят. Вот растянул, не знаю, посмотрим. Ну на ту вот где-то в середине тут раз лещ попался. А та сдалека как бы с гальки я тоже налима доставал на закидушке. Посмотрим. Ну все, 5 доночек, 3 закидушки. Я думаю, шикарно все будет. Хорошая ямка, блин. Не зря там лещ был. Хорошая яма. Так, эти достанем. Поменяем. Так. Последнюю метров 45, наверное. Вот туда. Отлично. Серега,
Если будешь смотреть, Самура, все, мотор я сейчас поднимаю. Постоянно мне писал, говорит, Андрюха, поднимай, сальники гниют, говорит, вообще махом. Несложно. Не знаю, ребят, как лучше, как правильно, поднимать или оставлять в воде его. Ну, естественно, наверное, лучше поднимать, чтобы там немножко просыхал. Ну, там, допустим, поздней осенью или весной. Говорят, что там может что-то замерзнуть, лучше оставлять в воде. Короче, если кто знает, ребят, пишите, будет интересно пообщаться по поводу этого. Сразу перетащим к обрыву, чтобы потом можно было спокойно подойти, не залазить сюда. Оп. И все. Оп. Темнеет уже. Покрупнее, чтобы быстро не горело. Ладно, ребят, что, давайте перекусим. Хлебушек, огурчик, помидорчик. Что еще можно достать с нашего холодильника? Салишка. Все, что нам? Что нам, кабанам пойдет? На Зеленецкая, ребят, это наша местная. Попробуем. Что за продукт такой? Что, ребят, давайте со мной так по-босяцки до темноты перекусим. Перепроверим и будем ждать. Деревня мы, ребят, наверное, кофейку. Сколько контейнеров возил, блин, ломаются и ломаются, ребят. Вот такая штука на заметочку. Сахар, мука, кофе, допустим. Вот в баночке. Отлично. Можно подписать даже. Зарядим. И классная штука. Я вот сейчас уже перехожу потихоньку. Вот здесь у меня тоже специи. Короче, более-менее они хоть не ломаются. Так что отлично. Так. Что у нас там? Подогрелся? Подогрелся. Вот так вот. Кофейку сейчас испьем. Рано сегодня встал. Блин, подрубать сейчас будет. По-любому. Так, возьмем. Поставим, получается. 3 штуки надо. Здесь 2. Ну, 3 штуки мне надо как раз. Кстати, вот эти бубенчики сейчас взял. На крокодил, ребята, они не подходят. Здесь, ну, на фидерное сужение идет тонкое. Здесь она не подходит. Пришлось сломать, короче, прицепить. Что не прогадал, надо прищепку брать. Такие не подойдут. Ладно. Начнем с закидушек и протянем. Перепроверим. Посмотрим, как трава, не трава. Светлячки поставим. Ну, в целом вообще что-то как. Ну, трава есть, но немножко радует. Товарищ Ёрш сидит.
Блин, может его нацепить, ребят, как думаете, а? Может его нацепить на налима. Попробуем. Не знаю, если не сорвет, конечно. Потому что метров 40 у меня закидушка. Попробуем его закинуть. Опа. А вдруг какой-нибудь парень маханет у нас здоровый. Все-таки какая рыбалка уже. Охота поймать мне уже трофея, конечно. Осеннего такого прям злого. Ух, смотрите, ребят. А это проходит у нас. Эти какие-то тонкие. Вот эти тонкие, они не проходят. Они проходят, получается. Ну как, блин. Ладно. Значит, будем знать. А вот эти уже потолще. Кстати, уже потолще. Вот это как здесь и было. Вот так вот. История продолжается. Вот здесь опять начал подтаскивать сразу. Сначала одним, потом вторым зацепился. Оторвал оба. Бляха-муха. Надо смещать опять как-то. Закидушки вроде все хорошо стоят. Без зацепов. А вот здесь первая донка. И вот. В тот раз я тут намучился, блин. Вообще. Столько оторвал. И с рыбы оторвал, блин. Вот это, конечно, неприятно. Перевязываться надо и смещать. Ну что, ребят, потемнело. Что-то ветер поднялся. Поводочки надо завязать. Блин, коряга это, конечно, не дает мне покоя. Тишина. Тишина. Да, ребятки, вот так бывает. Так надеялся на вечер, быстро все сделал. Вот, а тут у нас тишина пока. Вот каждая рыбалка по-разному вообще. Офигеть. Вода упала, в принципе, это большой плюс. Плохо, когда она прибывает по осени, и прям с каждым днем она все больше и больше. А тут прям шикарно все. Но нет. Самый пик такой. Потемнело. Глухарь, ребят, прилетел. Я еще видел его. Ну, еще так более-менее сейчас светло было. Такая машина прям вот над лесом. На меня так посмотрел. Ну что, пью кофе, ребят. Ветерок у нас, блин, прохладно. Взял флиску с собой. Одену. Будем ждать, будем смотреть. Должен выйти. Долгожданная первая. Аж подняла, блин, удильник. Ветер не слышно нифига. Да, поклевочка. Угу. О, подачки хорошие. Сейчас посмотрим.
вроде есть, ребят. Да, есть. Ага. Это что-то хорошее вроде. О, вот это пойдет, ребят. Взял кабана. Ух. Вот это парень. Вот он, ребят. Самый крупный сезона. Дождался. Отличный вообще. Блин, прям огонь. Вот это он там бодаться начал под берегом. О, вот это мусик, так мусик заглотил. Блин, не слышно было, потом смотрю, качает. Бубенцы вот эти не особо звонкие. Надо вот заказать с Алиэкспресса. С этим, ну, с мигающим. Вот они вот потом видно будет, что затряслась, она мигает. Да. Ну сколько в нем, я не знаю. Полторашка-то точно есть. Он хапнул, блин. Как обычно. Ну, блин, добротно, ребят. Вот. Распечатались. Красавец, блин. Добротный бродяга. Все. Дома. Хороший. Хороший прям. Прям, блин, отлично. Таких можно ловить. Ну вот закидушка. Но это не та. На последнем у меня ёрш был. С середины реки достал, получается. Налима. Ну там глубоко, 3 метра там. Хорошая глубинка здесь. Я имею в виду. Не для ямы, потому что там не яма. Хорошая глубина. Ну вот. 22 минуты 8. Значит, ну примерно в 7 часов ударил. Но он просто сразу сходу хап. У меня даже удильник начал загибать. Вот так начал опасно оставлять. Если дурак какой-нибудь хапнет, может утащить. Но распечатался отлично. 7 часов. Хороший, блин, вот этот вообще добротный. Давайте, ребятки, будем за первого. Так, ребят, поклевочка. Хотел доночки перезарядить. Слышу контакт. Какая интересно. Вроде последняя. Блин, закидушки выручают. Давайте попробуем. Опа. Нет, пусто. Пусто, пусто, пусто. Блин. По налиму бывают холостые. Да, подходил, ударил и ушел. Вторая поклевочка у нас, пока закидухи работают. Сейчас мы добавим червячка еще. Получается, достаем с середины реки, с гальки. Вот с откуда я хотел, получается, с той стороны сидеть. Вот как раз до нее добрасываю и вот чуть-чуть ниже течения. Вот так делаю. Посмотрим. У нас 8. В тайге хоть глаз выколи. Слышите? Пищит кто-то. То ли заяц, то ли лиса. На той стороне лес, тайга. Пищат. Делаю проход. Чищу
Доночки. Блин, ну яма здесь сегодня молчит. Вообще молчит. Закидушки. С центра еще вот что-то достает. Одного взяли и поклевочка. Хорошая сейчас была. Ну почему-то выплюнул. А вот здесь видите, как насажено было, так и стоит. Никто не ходит. Не мелочь. Никто. Кто-то пищит там, блин. Кого-то грызут там, блин. Ну вот, проход сделал. Лист пошел. Все-таки к осени и вот листом забивает плохо. А так, в принципе, нормально все. Вот сейчас вспоминаю, ребят, свое детство. Когда вот такие рыбалки сидел по 12, по 14 часов в темноте. Ну, получается, там часиков 6 темнеет и расцветает также часиков 6 утра только. Так фонарей-то, ребят, не было. Ну, там что-то на лобных каких-то. Какие-то были на батарейках. Там батарейки тоже не купишь. И насаживаешь, там во рту держишь, короче. Помню, лайфхаки были, зажигалки вот пошли с фонариками. Опа. Так. Какая? Последняя? Опять ты? Ну, как закидухи сегодня работают. И? Поработала, да, позвенела. Постоим, подождем. Так, мне тогда рассказал, ребят, зажигалки, вот эти фонарики, помните, синие вот эти были всякие. И вот с ними, я помню, ходил. Помню, даже 2-3 штуки изоленты смотаешь и включаешь, получается у тебя как полноценный такой маленький фонарик. Вот так, ребят, двигался. Вообще ничего не видать. Экономишь, чтобы насадить только. Не видно, потому что ничего. Ну, в принципе, привыкаешь. Если, допустим, сейчас все потушить, то примерно будешь ориентироваться и будет видно это все пыль. Сейчас, понятное дело, светло у меня. Как будто темно. А на самом деле, если все выключить, за час, за два ты привыкнешь к темноте и будешь видеть немножко хотя бы. Третья поклевка. Какой-то засранец там исполняет. Ну, закидушки все работают. Вот так вот. Ну что, ребят, костер уже все необходим, потому что уже все прохладно. Да, до этого вот выходили, бабье лето было у нас, так называется, и было комфортно еще рыбачить. А сейчас уже градусов 5, наверное, плюс ветер. Прям с костром классно. Так, ладно, надо баллончик взять и что-нибудь покушать, приготовить. Потому что вечереет уже капитально, а у нас еще горячего в организме не было. А сюда натаскал кобрылу. Вот такой вид, ребят, смотрите, красивый. Отсюда. Так. Вроде поклевка, ребят. Кто-то где-то есть. Блин, закидушки сегодня, конечно, исполняют по красоте. Но, блин, не слышно их оттуда. Кто-то здесь есть. Кто-то хулиганит здесь, блин. Какая-то хитрая рыбка здесь бегает. Но я с отсюда слышал спокойно, да. Такие удары хорошие были. Опять же. А нет, вроде как будто зацепил, ребят. Угу. Да, есть контакт. Вот он, хулиган. Зацепил хулигана. Но не крупный. Тихо.
не крупный. Вот они, наверное, и проказничают. Давай, иди, дай. И за дедом. Ну, говорю, слышно было. Но вот эту, значит, опять же, на серединку вот эту взял. Второй налим на нее уже сегодня. Ну вот, прогулялся по доночкам. На закидушку налимчик некрупный. 4-я поклевка. И вот вся вот эта донка, закидушка средняя работает. Дистанция разная. Сейчас примерно все на одной дистанции поставил. Или куда-то там попал на тропу, или что-то еще. Но факт в том, что она работает. А давайте, ребят, мы, наверное, поужинаем что-нибудь горячего. Прям так захотелось что-то перекусить. Сейчас в сумке полазим. Что-нибудь надыбаем. Приготовим. Правильно, что нам сидеть здесь скучать. Сейчас что-нибудь сделаем. Так, ладно, что, телефончик поставим на зарядку. Так, специи, понятное дело. Так, ну что, ребят, колбас-малбас есть. Есть грибы. Сделаем, наверное, картошку давайте, ребят, пожарим с колбасой. Я думаю, будет огонь. Тем более так картохи захотелось, блин. Нет, я прям вообще, ребят, охота картошки жареной. Тем более свежая. Так и сейчас и сделаем. Так и порешаем. А что нам? 3 штучки вполне будет достаточно. Картоха, ребят, в этом году уродилась. Прям так неплохо. Ну, в прошлом году я бы не сказал тоже, что плохо было. Отлично. Это радует, потому что бывали года вообще. Такие года были, блин. Сажаешь больше, чем берешь. Ну, реально. Ну, я имею в виду, потому что очень много мелкой. Картоху покупать приходилось. А это для деревенской жизни, ребят, ну, не котируется. Потому что у нас здесь огороды. Люди, в принципе, все свое выращивают. Зиму кушают. Кстати, ребят, небольшой совет, лайфхак. Кто хочет картошку зажаристей, солить надо в последнюю очередь. Тогда картошка прям будет прям такая хрустящая. А если посолить изначально, то этого эффекта уже не будет. Вот так сделаем. Этого нам будет достаточно. В принципе, можно нарезать, ребят. Прям так. И зажарить с картошкой. Я думаю, так будет правильно. Что нам будем по отдельности тут мусолить? Ну же в тайге что? Нам красота не нужна. Нам нужна скорость, калорийность. Так что я думаю, мы сейчас просто нарежем ее вот так и зажарим. Правда, мороженое чуть еще. Но ничего. Вот так вот. Что, где наша не пропадала. Ну, теперь можно и подсолить. И, конечно, приправу, ребята. Без приправ вообще никуда. Немножко солюшки. Немножко
Приправа не соленая, но запах дает вообще великолепный. Вот так вот. Отлично. Вилочку. Опа. Ну все, ребят, в принципе, у меня все готово. Хочу картохи поесть. Значит, будет картоха. Достаем. Ух, хороша картошка жареная. Вот такой приправа дает золотистый цвет. Прям обалденный. Ну и так поджарилась. Сосисоны тоже наши поджарились. Я еще люблю, ребят, с мазиком. Не знаю, кто как. Согласен, вредно. Ну прям так, по-босявому. Немножко мазика. И прям все это дело. Так, сразу Чайковского поставить. Опа. Сразу Чайковского поставить. Тут костер немножко ворошил, чтобы поджарить. Что, ребят, пробуем. Сосисоны. Ну что, огонь. Огонь. Что, ребят, давайте все со мной. Приятного аппетита. Погуляли по холодильничкам, там достали что-нибудь. Ну и со мной. А лучик картохи сразу нажарили. Вообще кайф. Ну вот и покушали. Отлично. Тишина, ребят, вообще тишина. Вот только вот на закидушке пока я надеюсь, потому что ну, здесь вообще мертво. А помните, здесь что творилось, да? Там вообще не работало. Вот так вот. Блин, вот каждый раз убеждаюсь, что надо искать все равно его. Там. Везде по-разному. Ну, очередной проход. Проходим. Проверяем. Убираем лист. Травы нету, но вот лист идет. Очень много листа плывет и крючок задевает. Ветер, блин, накосил здесь у меня. Невозможно прям. Ладно, смотрим. Опа. Катушка заскрипела, надо подсмазать ее. Ну вот немного листа, а вот так травы особо нету. Ну, можно добавить. Опа. Одного добавим, чтобы шевелился. Вот так вот. Опа. Ну вот. На пару часиков опять хватит.
хорошо прям. Сидишь, кайфуешь вообще. Ну, на огонь реально можно смотреть, не знаю, бесконечно, наверное. Я вообще люблю, когда костер большой, прям такой добротный. Неважно там тепло, просто он создает какой-то уют все равно. Сегодня, да, я от него греюсь. Так в целом, просто с ним как-то комфортнее, спокойнее, я не знаю. Когда один вообще, без костра это, наверное, не дело. Все равно нужен костер. Шикарно вообще. Мне, кстати, ребят часто спрашивают, Андрюх, не боишься вот в одного такие походы? Все-таки зверь ходит. Не, ну конечно, ребят, боязно, само собой. То бишь, страх это нормальное явление. Но с одной стороны, как-то и чувствуешь себя комфортно. Вот я не могу объяснить. Конечно, да, есть чувство там тревоги, там, когда что-то где-то там требушит. Вот сегодня, говорю, там кто-то пищал так сильно, непонятно. Неприятно так по себе. А так в целом нормально. Привыкаешь, наверное. Ну, привыкать тоже не надо, надо остерегаться, потому что мы в лесу, мы в гостях у зверя, осенью тем более. Всяко может быть. И бывали случаи. Я сам, ребята, от волков убегал, так что говорить-то. До сих пор вспоминаю этот вой, как они переговаривались, блин, вообще. У меня аж у самого мурашки по коже. Так что, конечно, ребят, страшно. В любом случае. Фига тут трава, блин. Трава и обрыв. Че, ребят, прям здесь, наверное, колыбельную свою поставлю. Смотрите, как шикарно. Прям на обрыве буду, на краю спать. О, круто. А здесь трава. Да. Здесь прям мы и расстелимся. Можно еще замять так, чтобы помягче, так сказать, было. Ну, а здесь мы, ребят, и завалимся. Отлично. Ну что, братцы, домик готов. Блин, влюбился в эту я палатку, блин. Хотя у меня она была уже давным-давно. На самом деле, я просто ее не брал. А сейчас вот походил в этом сезоне. Блин, ну просто шикарно вообще. Да, она маленькая. Но в одного просто, ребят, что ни на есть, самый кайф. Утяжки не стал ставить, хотя ветрище. Но я здесь поднялся на обрыв. Вот здесь лес, кусты. 4 метра здесь, ребят, высота. Вот там костер у меня снизу. Короче, нашел я здесь все равно укромное местечко. Вот так вот. Подушечки. Я думаю, не замерзну. Все-таки +3. Ощущается как 0. Чувствуется, скажем, часом холодает. Здесь у меня, ребят, шорты, носки. Можно раздеться. Ну, заодно протестирую вообще, как нормально будет, нет, спать в такую погоду. Все, отлично. Дом готов.
Сейчас уберу вещи, чай попьем еще. Часик посидим, наверное, и отбой. Ладно, ребят, что закидал поленья крупное, чтоб горело. Да не то, что чтоб горело, мне костер-то в принципе не нужен. Так, чтоб дым шел. Все-таки, сколько раз говорю, чисто из-за зверя иной раз делаю. Потому что один, чтоб чувствовал, что здесь есть человек. Ну и не сувал свой нос. И мне спокойно будет. И ему тоже, наверное. Что, ребят, я замуровался. В принципе, нормально. Но ветер, конечно, вообще полен жесткий. Блин, а здесь, ребят, меня не трогает. Хорошо не поленился, залез. Прошелся в темноте. Нашел вот эту поляну. Ну, здесь, короче. Вот слышно, как ветер гуляет. Слышите, да, ребят? Что творится вообще? Надеюсь, меня тут с обрыва не унесет, блин. Ну, шапку не снимаю, чтобы не замерзнуть. Так-то вообще разделся, в принципе, полностью. Ну, поналил мы сегодня 4 поклевки, 2 подняли. Одного хорошего. А так вот тишина, яма вообще молчит сегодня. Не стал я уже добивать. Можно еще, в принципе, 1,5 часа посидеть. Буду отбиваться. Завтра еще работы куча. Сеточки проверим, что. Ну, что-нибудь, да как-нибудь. Я думаю, на сеточке может что попадется, так что нормал. А так балдею, отдыхаю, ребят, классно. Ладно, что, всем спокойной ночи, ребят, до завтра. Что доброе. Для кого доброе, для кого не доброе, ребят. Примерно где-то сейчас у нас 2. Как дождь зарядил, короче, так вот и идет. Вот это я попал, блин, конечно, жесть. Ветрище, блин, дождь, ребята. В целом не замерз вообще. Нормально, он палатка держит. Блин, там вещи надо, все сырое у меня, бляха-муха. Хорошо, хоть чуть сложил вчера все, блин. 5:30. Надо что-то делать, ребят. Вставать. Блин, вот это да, блин. Нет, я не пойму, вот как потом, ребят, верить прогнозы. Как верить прогнозу вообще? У меня было по прогнозу где-то в обед начинается дождь, там 2 капли там. И то там как бы непонятно. А тут просто ливень, блин, херачит. И уже всю ночь. Просто херачит всю ночь, блин. Я в шоке, конечно. Хорошо, что я ночью проснулся, сапоги вон сюда вот положил в тамбур, блин, как бы. Ебать, блин. Ребят, вы не поверите, но это просто жесть. Это даже не жесть, а просто жесть, наверное, кривая такая ржавая жесть. Короче, встал, ребят, лодки нету, представляете? Я в шоке. Я еще такой спал, еще думал такие варианты, думал, лодку хорошо же затянуть, нет. Блин, думаю, да там ветер сильно не попадает. Стою, лодки нету. Прошел метров 500, сколько смог увидеть. Дальше там пойма не видно. Лодки нет. Ё-моё, вот это, блядь, попал. Что, сейчас буду искать связь. Кого-то надо вызывать. Мишаню. Мишаня на межвахте. Только он. Иначе никто. Ребят, смотрите, просто нет лодки. Снимать не могу. Дождь херачит. Быстро дождевик одел. Вот. Флагмана-то не видать. Смешно, конечно, но смех и грех, блядь. Когда она ушла? Ну, ночью вообще буря была. Страшно. Вот.
Видно след, но уже замытый дождем. Она еще, наверное, как-то крутанула здесь. Течение поймала и пошла. Вот так вот. Блядь. Просто у меня нет слов. Короче, ребят, нашел связь вот здесь на горе. Позвонил Мишане. Блин, Мишаня вроде согласился. Пойдет на подъем. Не знаю, как будет проходить на перекате. У него алюминь. Большой мотор. И, короче, будет искать кормильцу мою, блядь. Да. Это, Андрюша, ты лошара капитальный, блядь. Ладно, буду собираться потихоньку. Сматывать садонки. Попробую костер развести. Чай попить. Ну, погода, вот, смотрите, какая мертвая. Ну, понятное дело, мотор был, бак еще с бензином. Нос пустой. Ветер немного хапнуло. Подняло. Бляха-муха. Почему так-то, а? Почему я думал уже за это дело? Думал, блин. Когда проснулся, когда палатку начала загибать. Нет же, блядь, лень матушка встать. В спальничке тепло, раздетый. Зачем? Ну и вот. Кто-то есть, ребят, рыбка какая-то. Налим попался. Причем такой хороший. Давно уже сидит, ребят, смотрите. За губу. Он уже почти сошел. Короче, клюнул когда-то. А когда? Непонятно. Опа. Такой пойдет налим. Хорошенький. Фух. Когда-то клюнул. А когда, блин, закидушки сработали. Отлично. Закидушки. Закидушки, ладно. Сейчас бы Мишаня все красиво сделал. Просто я представляю, сколько мне времени придется здесь находиться. Еще сетки стоят. Короче, блин, вообще. Ну как вот этот прогноз погоды, как им верить, блядь, а? Я вообще не могу понять. Думал, до обеда как раз управлюсь. Встану, соберусь. К обеду вернусь. Думаю, ладно, по дороге дождь встретит. Да и ладно. Нет. Вообще с ночи. А ночь чистая была. Честное слово. Скриншот вот могу показать даже. Еще, ребят, малыш попался на доночку. Не крупный. Фу, ребят, ну жесть вообще. Не знаю, там камера пишет, не пишет. Главное этот кукан додумался поставить на рогатульку. Так вот еще вода, ребят, прибыла из-за этого. Ну, в общем, пару хороших налимов мы взяли. Этот вообще кабан хороший. У пацана пришлось забрать, тоже заглотил. И одна закидушка, ребят, работала. Ух, ну погода, бляха-муха. Ребята, Мишаня идет. Баркас за мной идет. Мой баркасик плывет. Бляха-муха. Ну, Андрюха, ну ты лошара, бля. Ну как так-то? Как мог-то вообще? Пацана сейчас, блин, такую погоду поднял. Утром ранним, блин. Какие ребята.
дошел до поселка, весь сырой, весь промерз, вот таким, так скрючился, так, короче, и дошел на одном дыхании. Блин, вообще жесть. Дождь, ребят, поливает, вон наш все в беседке, все сырое насквозь у меня. Все, баня топится, быстро-быстро все сушить. Самому надо согреться, короче, ребят, жесткая рыбалка получилась. Ну, на ошибках учатся, ребят. Теперь буду знать. В любом случае, погода была просто идеальная. И ночью такая буря. Короче, это моя лень, матушка подбила. Не вылез с палатки и не посмотрел, короче, все это дело. Ну, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Спасибо Мишане. Не отказал в такую погоду. Просто поехал за мной. Выручил, короче, ребят, здорово. Так что, друзья, это, ребят, хорошо, это классно. Так что давайте дружить. Всем пока.